Ни паводки, ни ледоставы теперь жителям заречных поселков столицы не страшны. Новый катер обеспечит круглогодичную связь с Большой землей. Уже в ноябре оценить комфорт каждый сможет по маршруту Алешина-Ситкыркыш. Виктория Денисова приняла участие в испытательных маневрах. Еще недавно жители Заречья добирались до Большой земли кто как, разве что не вплавь. В межсезонье попасть на другой берег удавалось только благодаря спецсудам, да и то лишь в случае чрезвычайной ситуации. В этом году вопрос с переправой встал особенно остро. Трудности возникали даже летом. Река обмелела. Однако решение проблемы нашли. Купили катер на воздушной подушке. Это ограниченная транспортная доступность, и об этом постоянно говорят наши граждане. В прошлом году было принято решение, которое способствовало бы уменьшению такой напряженности. И было принято решение приобретения такого катера на воздушной подушке, и в этом году мы его приобрели. Модель «Кайман-10». Судно пассажирское. Может вместить 10 человек с учетом 2 членов экипажа. Несмотря на, казалось бы, небольшие габариты, внутри довольно просторно. Перемещаться по кабине можно в полный рост. Радуют и условия перевозки. В салоне предусмотрели отопление. Помимо этого, катер позволяет перевозить и груз объемом до 1 кубометра. Длина катера составляет 7,5 метров. На воде такое судно может развивать скорость до 80 км в час, а на льду и вовсе до 120. При этом при любой погоде безопасность перевозки обеспечена. Температура не важна. Судно способно выдержать северные морозы, да и летом неполадок не возникнет. В самой конструкции нет механических частей с высокой аварийностью. Двигатель же состоит из 2 моторов, благодаря чему возможно сэкономить до 20% топлива, так как один из них полностью отвечает за подушку. Судно на воздушной подушке «Кайман-10» предназначен для эксплуатации от минус 35 до плюс 35 градусов. Скорость у данного судна по льдовому покрытию достигает максимальной до 120 км в час. По воде это 80 км в час, по песку 50. Стоимость катера составила около 4,5 миллионов рублей. Первых пассажиров судно примет на борт уже в ноябре. А в следующем году приступят и к проектированию создания сезонной ледовой переправы. Как морозы позволят. Виктория Денисова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.